Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект мы вам покажем находится в гостях в школе шитья у Ирины Сарта. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, но вот сегодня действительно шитье это некая такая суперсила, да, потому что в эпоху Макс-маркета, да, когда все носят одно и то же, создание вот какой-то индивидуальной вещи сегодня в цене, сегодня это модно, да, и очень востребовано, да. Давайте поговорим немножко о вашем творческом пути, как вы пришли в это дело. Ну, дело в том, что я как раз из той семьи, где очень много творили что-то руками. Моя мама шила, поэтому с детства я всегда наблюдала то, как она шьет, тем более, что мое детство пришлось, скажем, в такие лихие 90-е, поэтому женщины очень много шили на заказ. И вот тут моя мама радовала их красивыми нарядами, и вечерами, когда она сидела шила, я сидела смотрела. И вот таким вот образом это все мне передалось. Передалось, да? Но сегодня люди охотно приходят вот именно к профессиональному, да, мастеру, чтобы создать что-то интересное, необычное, уникальное? Или все-таки это считается привилегией таких богатых людей? Нет, наверное, нет. Дело в том, что сейчас любительское шитье и вообще уровень творческого потенциала нашей республики, он невероятно высокий. И есть же такое выражение, что каждая якутская женщина обязана уметь шить. Но вот мы полностью этому соответствуем. То есть люди приходят учиться больше, да? Ну вот создавать что-то своими руками, да? Абсолютно верно. А вообще вот в целом можно ли научиться шить вот с нуля, не имея никаких навыков? Вот? Конечно, можно, если есть непреодолимое к этому желание. И можно уже создавать вещи своими руками самостоятельно, просто пройдя какой-то базовый курс, да? Абсолютно верно. На наших курсах есть, мы даем базовые навыки, развивая которые можно достичь невероятных высот и успехов в швейном мастерстве. Это здорово, конечно, да, ну и мы сюда пришли, естественно, не просто так, а за мастер-классом, да, и в преддверии нашего национального праздника, я так понимаю, что мы будем делать что-то интересное. Да, мы сегодня будем шить салфетку, то есть элемент столового белья, который будет выглядеть вот такой вот в форме чапарах. Этот авторский проект мы впервые запустили в прошлом году, в мае 2025 года. И сегодня мы с радостью поделимся секретами его изготовления. Для этого нам с вами понадобится вот такая вот бумажная выкройка. Вы можете ее нарисовать абсолютно произвольно, размеры не принципиально, все зависит от вашего желания. Дальше нам понадобится ткань. Это любой лен, вернее, любая ткань, которая подходит для пошива именно столового белья. В нашем случае это водоотталкивающая ткань DAK в двух видах. Однотонная и принтованная в полоску. И также у нас с вами имеется тесьма для отделки. Дальше линейка, ножницы, текстильный маркер или мел, булавки. Это все нам сегодня понадобится. И первое, с чего мы с вами начинаем, это, конечно же, с раскроя. Так, я попрошу вашей помощи, чтобы у нас это время прошло быстрее. Нужно будет раскроить внутреннюю часть нашего чапараха. Мы его сделаем из вот такого принтованного хлопка. Прежде чем кроить, нам сначала нужно, конечно же, обязательно поработать с так называемой долевой нитью, чтобы у нас в дальнейшем в ходе нашего ухода деталь, наше изделие не поменялось и не перекосило. Так, отсюда поподробнее. Долевая нить. Это долевая нить, это такая терминология. Угу. Долевая нить. У нас ткань состоит из двух нитей. Из нити основы и нити утка. Там, где у нас с вами идет кромка, долевая всегда ей параллельно. Вот кромка может быть вот такая, угу. либо она может быть вот такой пушистой. И долевая нить, она всегда ей параллельна. Вот. Да. Если мы не соблюдаем долевую нить, тогда у нас и штанины заворачиваются вовнутрь. Вот так вот, да? Да. Вон и в футболке боковой шов уходит вперед. То есть футболку при стирке, да, постирали. Абсолютно верно. Это оказывается из-за долевой нити, а я думала, это какой-то, знаете, просто брак. Нет. Итак, в нашем случае здесь все просто. Выбирайте, что бы вы хотели видеть в середине нашей салфетки, какую из этих, например, полосок. Выравниваем по полоске. Это такой
лайфхак. Да, просто поэтому взяли геометрический рисунок, да, чтобы не мучиться. Все скалываем булавками, и в вашем случае мы кроим без припуска на шов прямо по бумаге. Я же со своей стороны, так, ножницы вам. Я же со своей стороны, наоборот, делаю припуск на шов 1 сантиметр со всех сторон. А это вот классический, да, припуск 1 сантиметр? Или Как правило, все зависит да. от изделия? Как правило, да, но все зависит от узла, который мы делаем. Узел, например, для горловины лучше всего выбирать припуск на шов 0,7, то есть 7 миллиметров. Для соединения деталей одинаковых по размеру, то там можно использовать 1 сантиметр. А вот подобные салфетки, да, это вот сегодня для начинающих, это легкий вариант же, да? Это не сложный вариант, конечно же, можно начинать салфеток, с постельного белья, для того, чтобы просто поставить руку. Потому что так же, как и у музыкантов, портному нужно поставить руки. Да, то есть для начала, да? Да. А потом уже все, можно уже внедряться в какие-то тонкости, да? Да, а потом уже внедряться во всевозможные швейные тонкости, секреты мастерства и тому подобное. Ну и, по сути, сделал ты одну салфеточку, да, вот такую, увидел какие-то погрешности, сделал вторую салфеточку, да, Конечно. условно. И, соответственно, потом, там столовый набор сколько должен быть там? Но все зависит от количества Гостей. гостей, членов семьи. Если, например, допустим, у нас не нужно много, то и количество – это по желанию. Вот, Ирина, вы сделали припуск, да? Да, Этот я сделала сантиметр. припуск 1 сантиметр. Я буду кроить 2 детали, вы кроите 1 деталь. Потому что у нас вот эта вот декоративная деталь, она будет только с одной А стороны. мне вот мелом не надо, прям сразу пошла? Я так? думаю, что не можно не терять на это время. Такс. Знаете, человеку, который далек вообще от шитья, прям кажется, что это что-то вот прям очень Ножницы хочется. на столе должны хрустеть. А, вон оно что. Да. Ножницы на столе должны хрустеть. Вокруг ткани хоть танцуем, но ткань двигать нельзя. А, да? Да. Так, мы должны вокруг него ходить. Мы должны вокруг ткани танцевать, но никак не наоборот. Так. Да, вот здесь уже можно повернуть. Повернуть. А почему мы выбрали водоотталкивающую ткань? Может быть, глупый вопрос, но в целом. Потом это вот стирать, там, отмывать будет проще? Я думаю, что в данном случае просто пятна будут образовываться меньше. То есть не так будет сильно промокать. Вот это надо взять тоненькую все, да? Да, конечно. У нас все выкройки сделаны. А как вы сказали, это произвольная, да, же у нас форма? Да, форма произвольная. Мы решили, что вот это будет самым оптимальным вариантом. После того, как мы с вами раскроили основную деталь, нам нужно перенести точки совмещения. Как мы это делаем? То есть в самую вершину мы с вами вставляем булавочки, переворачиваем, и я просто текстильным маркером, ручкой, я проставляю точки. То есть мы просто проткнули. Да. И все. Так как у нас ткань двухсторонняя, то есть у нее нет ни лицевой, ни изнаночной стороны, вернее, она одинаковая с лица и с изнанки, то есть нам не принципиально того, чтобы только с этой стороны и ни с какой другой. Все. Так, здесь мы снимаем наши булавочки. Такое интересное сочетание цвета и вот... На самом деле этих сочетаний можно выбрать огромное количество. Их очень много в магазине, но мне почему-то понравилось именно это. Ну вот, красота же, красота. Да. Вот. Теперь мы тоже скрепляем это булавками. То есть современное шитье уже не требует, вот как раньше, ножевульки или как правильно называется? Ножевулька это называется сметывание. Да. То есть сметывание – это временное соединение двух деталей. Но если мы новичок, я все равно рекомендую лучше это все сметать. Поверьте, лучше снять сметочную строчку, чем сидеть, отпарывать не получившуюся машинную.
Да, то есть, ну здесь это такой вариант для тех, кто готов рисковать, либо у тех, у кого есть навыки, да, поэтому Да. иголочками сделали и прострочили, да, позже. Потом. Да, обратите внимание, что я булавки вставляю перпендикулярно срезу. Срез – это то, что мы с вами отрезали ножницами. Это надо делать перпендикулярно, потому что, когда будем прошивать... Потому что, когда мы будем прошивать, во-первых, нам удобнее будет убирать иголки, Вот так, да? булавки, а во-вторых, у нас ткань меньше морщит. Угу. Так, теперь мы берем тесьму. Вот. Угу. И очень красивенько, начиная вот с этого угла, нам ее нужно будет тоже иголочками закрепить. То есть, кроме того, что мы с вами закрепляем основную деталь, мы также еще и тесьму скрепляем. То есть, по сути, да, вот обратите внимание, здесь буквально вот за 20 минут, да, вот быстренькими, ловкими движениями можно создать вот интересную столовую, да, салфеточку. Но ведь это, в принципе, несложная работа, да? Мне кажется, даже школьного возраста ребята могут сделать подобное, да? Конечно, могут. На самом деле в шитье, я не скажу, что это сложно. Шитье, моя любимая фраза, шитье – это про логику. Шитье всегда про логику. То есть мы всегда должны думать о том, что мы делаем и какой результат мы с вами хотим получить. Вот здесь вот в уголке нужно быть максимально аккуратным, чтобы у нас уголочек получился именно красивенький. То есть мы такой делаем, как это правильно, изгиб, загиб. Да, мы сгибаем нашу тесьму, чтобы у нас уголки везде сошлись. Тогда у нас будет все красиво. То есть разрезать нежелательно, допустим? Разрезать нежелательно, ну, потому что там придется делать шов, и это будет лишнее уплотнение. То есть от лишних уплотнений мы всегда избавляемся. А вот эта ткань, она же сыпется немножечко? Да, есть немного. Есть немного, да? То есть поэтому мы сделали вот этот запас, да, чтобы потом... Да, поэтому мы деталь делаем двойную. Ну и, во-первых, это у нас также, здесь у нас второй функционал получается, у нас салфетка будет двухсторонняя. То есть с одной стороны с декором, а с другой стороны гладкой. Ну, то есть, условно, если в процессе пиршества, да, запачкали, можно перевернуть. Можно перевернуть. Да, то есть это такой, опять же, маленький секретик, да? Да, некий такой лайфхак. Ирина, а вот вообще для человека творческого, да, важно ли всегда вдохновение? Конечно. Бывает такое, что вот не получается, условно, вот сегодня не лежит душа к этому. Конечно, да? Конечно, есть такое. Я думаю, что это есть у всех людей, которые занимаются любым творчеством, рисованием, возможно, лепкой, скульптурой, ювелирное дело. И это встречается у всех. Да. Да. То есть в этот момент лучше отложить, да, на потом, или все-таки вы человек такой усердный и доделаете дело? Я отложу. Вот лично я отложу. До следующего момента. До следующего момента, да. Ну а сегодня вот, допустим, над чем больше вам нравится работать? Вот все-таки над преподаванием, да, или над созданием чего-то своего? Над преподаванием. Я больше люблю преподавать, потому что вот в это время, как раз, когда девушки видят, вернее, когда я вижу их горящие глаза, когда они понимают, что это, оказывается, не так сложно, как они об этом думали. Да, и нужно еще видеть, конечно же, глаза девушек, видеть их эмоции, когда они видят свои готовые изделия, созданное своими руками. Да, у нас даже бывают девушки, которые прям это переживают очень эмоционально. Ну да, это же что-то такое необычное, да, а потом еще, если видишь результат и можешь его вынести в люди, да, чтобы другие оценили, да, то это дорогого стоит. Угу. Так, ну что, я скрепила все булавками, теперь мы с вами уходим на машину. Что больше, и не скажу, что меньше. Потому что мы с вами должны понимать, что даже в YouTube мастера никогда не показывают все свои секреты. Ну да, как бы. Все равно человек
Человеку нужен человек, как ни крути, Да, да? человеку нужен человек, абсолютно верно. Без этого никак. Пенсию, а потом вот занимается Да. Потому чем-то что творческим. чем-то творчеством, потому что мы, скажем так, уже в какой-то форме, в рамках мы уже были, и Да, хочется да, да. какого-то такого Полета. больше свободы и полета. Да, у нас тоже была девушка Снежана Краузе. Она тоже в полиции отработала, еще и многодетная мамочка, и тоже вот. стала вот вести эти, различные мастер-классы по всяким там декоративно-прикладному искусству. В ходе шитья обязательно убираем булавки. Важно, чтобы машинная игла не наступила на булавку. За этим нужно очень внимательно следить. Мы притачали с вами тесьму с одной стороны. Теперь нам то же самое нужно сделать с другой. После каждого этапа нужно будет обязательно все проутюжить. Итак, после того, как мы с вами сделали декоративную часть нашей салфетки, мы теперь должны все это дело стачать со второй деталью. То есть мы детали складываем лицом вовнутрь, выравниваем все срезы и уголки, и также скалываем все булавками. И опять булавочками мы скалываем вертикально. Угу, перпендикулярно срезу. Перпендикулярно срезу. Это вот то, что я запомнила из сегодняшнего мастер-класса. Никогда бы об этом даже не задумывалась. Ну вот, и, конечно, потом мы ее вывернем, правильно? И потом мы ее будем выворачивать. Поэтому нам, с одной стороны, понадобится техническое отверстие для того, чтобы потом это все вывернуть через него. И поэтому мы края ничем не обрабатываем, потому что все равно будет внутри. Все будет внутри, да. Угу. Потому что если мы сейчас еще будем обметывать, то это будет лишнее уплотнение, а оно нам ни к чему. Угу. Сделаем вот так, чтобы удобнее было нам вывернуть. А вот вы до сих пор тоже пользуетесь кусочком мыла, да? Чтобы вот... Нет, это профессиональный портновский мел. Это парафин. Очень хороший мел. Он дает хорошую линию. Угу. Окажется, как будто бы кусочек мыла тех пор. Да? Ну, на самом деле кусочек мыла, он тоже все-таки хорош, потому что он более твердый, он не такой сыпучий, и он не такой хрупкий, как вот этот мел. Так, хорошо. И теперь опять? Да, и теперь мы опять уходим на машину. Ну что, мы соединили две детали. От лишних ниток мы обязательно избавляемся, чтобы у нас изделие потом сразу было аккуратным. И теперь наша задача вырезать уголки. Мы это делаем для того, чтобы избежать, опять же, лишнего уплотнения. То есть только уголки? Только уголки. И там, где у нас с вами есть закругление, нам с вами здесь нужно сделать рассечки, не доходя 1 миллиметр до шва. А иначе все распустится. А иначе, к сожалению, наша работа... А вот на углах вы так смело, прям близко-близко к шву делаете, это допустимо, да? Это допустимо. То есть, опять же, 1 миллиметр, не доходя до уголка. Угу. Если мы новичок, тогда мы складываем по шву, по строчкам. Примерно ориентируемся, сколько нужно срезать, и срезаем. Но можно и на глаз вот так, плюс-минус. Можно и на глаз, но вообще, конечно, это должно быть, есть правило. Вот эти внутренние припуски, они после выворачивания не должны накладываться друг на друга, то есть вот так. Да. Но и опять же, в них не должны создаваться между ними пустоты. А, то есть соединиться здесь в Да, начале они должны соединиться вот так. Угу. Все. Так, теперь здесь рассечки я делаю. И можем смело выворачивать. Накаточком
немножко помогая себе. Уголочки, да? Уголочки. И вот здесь уже у нас такой торжественный момент, можно сказать, волнительный. Что же у нас получилось? Да, ну в любом случае у нас получится очень красиво. И вот такой вот предварительный вариант. Теперь, если где-то у нас с вами уголочек не вышел, мы берем иголочку, желательно толстую, и вставляем ее в уголочек и изнутри выталкиваем. Не вытягиваем, а именно выталкиваем. Будьте аккуратны, у нас с вами здесь всего лишь 1 миллиметр. Можно так вытянуть, что дырочка появится, да? Можно вытянуть, что дырочка появится, но нам так не нужно. Да. Нам надо аккуратно. Итак, после того, как мы с вами это все вывернули, уголочки проверили, они у нас с вами красивые, мы с вами снова уходим на утеку. Так как у нас с вами наша салфетка двухсторонняя, то у нас шов должен быть в ребро. Аккуратненько. Можно сделать, закрепить булавками. Булавочки убираем и еще раз хорошенько фиксируем. Ну и остается закрыть техническое отверстие. Сначала мы это делаем при помощи утюга. Техническое отверстие можно сделать вот в этой части салфетки. Тогда ее будет немножко попроще закрыть. Так, и теперь нам остается техническое отверстие аккуратненько закрыть. Нитку берем в один слой, узелочек прячем вовнутрь и незаметными стежками все это дело закрываем. Ирина, а помните свою первую работу? О, свою первую работу, да, я помню. Во-первых, я в 6 классе для своей одноклассницы шила брючный костюм. В 6 классе В 6 уже классе. перешивали или прям шили с нуля? Нет, прям шили с нуля. Там девочка, одноклассница моя, она купила тогда хлопковую ткань. Помню, что она была невероятно красивого голубого цвета. Я тогда не знала, как делаются карманы с подкройным бачком. Но, как сейчас помню, как я их тогда сделала, это было очень смешно. Но самое интересное, что я нашла хороший выход из всего этого. Вот это сейчас я уже знаю, как эти карманы делаются. А тогда это было все впервые. По-моему, даже это еще было на молнии. В общем, было... Ну, серьезная работа тогда. Это была серьезная работа. И что немаловажно, одноклассница этот костюм надевала. А вот бытует мнение, да, Ирина, что те люди, которые умеют шить, они прям вот ходят все вот в одежде, сшиты своими руками. Или у вас в гардеробе все немножечко по-другому? Вот себе любимой шьете что-то или больше все для других? Ну, так как я нестандартная фигура, нестандартного телосложения, то, конечно, я больше шью себе сама. Потому что, ну, очень сложно мне подобрать ни один, допустим, магазин, который даже специализируется на одежде для полных, мне, к сожалению, не подходит. Но зато есть такое понятие, как творческий шпионаж. Когда ты начинаешь ходить в магазин, примеряешь и смотришь, подходит тебе этот фасон или не подходит. Да. Вот. Но за все это время, конечно, у меня выработался определенный стиль, который я ношу, который мне идет, ну и, конечно же, нравится. Иногда бывает порой, что дешевле купить. Но... Ну да, потому что услуги сегодня, да, дизайнеров достаточно дорогие, да, портных. Но это не дешевое удовольствие, потому что все-таки это ручной труд. Это ручной труд. Ну, на самом деле, ручной труд, он всегда должен цениться достаточно высоко, потому что мастер вкладывает невероятную свою работу. И иногда порой обидно бывает, когда роскошные мастера шьют буквально за копейки из-за того, что их труд просто не ценится. Да. Здорово, что сегодня
программе, да, общеобразовательных школ, да, есть все-таки уроки труда, да, Да. дети продолжают шить, потому что базу можно получить и понять, твое, не твое, да, ну или хотя бы пуговицу пришить дети смогут. Да, я еще 3 года проработала в общеобразовательной школе, я у детей преподавала технологию. Я вам хочу сказать, что современные дети все еще интересуются всем этим. Им это интересно, они с невероятным, скажем так, трепетом ждут уроки технологии. Потому что они определенно будут проходить что-то новое. Итак, техническое отверстие закрыли. Еще раз проутюживаем и радуемся нашему результату. Итак, наша столовая салфетка готова. Обратите внимание на то, как качественно все сделано, быстро, но и самое главное, конечно же, колоритно и красиво. Да? Напоминаем вам, что это не фартук, да? Это не фартук, это столовая салфетка, выполненная, конечно же, с нашим национальным кодом, и выполнена в виде чапараха. Чапараха. Для тех, кто не знает, что такое чапарах, это накидка. Накидка, да, на лошадь. на лошадь. На лошадь. И вот представляете, если вдруг к вам приедут гости, и вот вы накроете стол с таким элементом декора, мне кажется, это будет индивидуально, это будет очень красиво, стильно, модно, и мне кажется, это может быть отличным подарком для ваших близких, да, вот если набор таких салфеток подарить на всю жизнь, потому что все-таки мы, люди нашей любимой республики, должны беречь это и передавать это из поколения в поколение. Ирина, спасибо большое за подобный мастер-класс. Мы напоминаем вам о том, что мы сегодня были в гостях у Ирины Сарта, это руководитель школы шитья, которая может научить вас шить с нуля. Абсолютно верно. Поэтому, если вдруг вы зарядились этой энергией, то, пожалуйста, милости просим. Ну а мы с вами не прощаемся, увидимся, до новых встреч.